Когда появились посты? Как совершались воздержания? О чем рассказывается в Лествице? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Продолжается Великий пост. Центральный пост во всех исторических церквях, цель которого – подготовка христианина к празднованию Пасхи и отмеченный в богослужении молитвами покаяния и воспоминания смерти и воскресения Иисуса Христа. В Википедии написано, что пост в христианстве – это аскетический подвиг и система воздержания от жизненных удовольствий и благ, которые берет на себя христианин на определенное время. А все ли знают об истории возникновения и установления православного поста? Вообще пост – явление не именно христианское. Это общечеловеческое явление. Хотя и в христианстве пост осмысляется, конечно, по-особенному. Именно по-христиански. Мы помним о том, что уже при сотворении первых людей в Эдемском саду Бог запрещает Адаму вкушать плодов с дерева познания добра и зла. Святые отцы говорят, что само по себе это древо не было каким-то ядовитым, или отравленным, или еще каким-то. Это было обычное древо, но Бог указывает на него, запрещая, что именно плоды с этого дерева вкушать нельзя. И святые отцы говорят, что это была именно заповедь поста. У преподобного Ефрема Сирина есть такое сравнение. Он говорит, что плоды с этого дерева символизировали собою чашу причастия. Это были плоды Евхаристии. И пока Адам духовно не достиг необходимого уровня, он не должен был к ним подходить и вкушать их. Поэтому заповедь поста уже звучит в ветхозаветной истории и уже при сотворении первых людей. Позже в Ветхом Завете мы вновь встречаем повеление Божие о посте. Например, перед тем, как дать пророку Моисею декалог, то есть эти 10 заповедей, народ постился 40 дней. При пророке Илии тоже мы помним о том, что был возложен пост на него и на царя, которого он обращает к Богу. Мы знаем о том, что в Ветхом Завете были различные случаи, когда люди добровольно накладывали на себя пост в той или иной мере протяженности. Так называемые назарии, которые давали Богу обет не стричь волос и не пить вина на какой-то определенный срок времени. Поэтому традиция постов, она действительно очень древняя. Уже в ветхозаветный период в еврейской среде существовал пост за несколько столетий до зарождения христианства. Он был закреплен законодательно, и древнееврейское вероучение рассматривало его неотъемлемой и важнейшей составляющей духовной практики. Христианский же пост, тот, о котором сегодня мы говорим, пост – это продолжение ветхозаветной священной традиции – соблюдать посты. И в древности иудеи постились дважды в неделю. Мы можем вспомнить притчу, где фарисей, придя в храм, хвалится перед Богом: «Пощусь дважды в неделю». И постились действительно в Ветхом Завете каждый вторник и четверг. Христианская церковь, возникнув, тоже сохраняет посты. И отношение к ним становится тоже очень важным и особенным. Ведь сам Спаситель, перед тем, как выйти на общественное служение, на проповедь, 40 дней в пустыне ничего не ел и не пил. И Христос претерпевает эти постные дни и выходит из них победителем. Подобным образом и первые христиане, помня о том, что самым центральным событием всей истории человечества является Пасха, был установлен пост перед Пасхой. Новозаветная традиция продолжает ветхозаветную. Прямые указания на постническую практику содержатся в Священном Писании христиан. Самый древний пост, упоминающийся Климентом Александрийским и Тертулианом, которые жили в I-II веках нашей эры, это пост по пятницам.
Эти века можно отметить как время воззвания церковью к верующим с призывом поститься. Однако специальных дней для поста церковь еще не устанавливала. В древних источниках упоминается о различных количествах дней этого пощения. В книге «Деяний апостольских», в старинных источниках, в книге так называемой «Дидахи», говорится о том, что некоторые постились 2 или даже 3 дня перед Пасхой. Позже, к III веку, мы встречаем упоминание о том, что поститься все-таки было решено всей церковью ровно 6 дней накануне Святой Пасхи. Таким образом, мы знаем, что во II, в III веках Великий пост был 6 дней, накануне как раз Пасхи Христовой. И помимо этих 6 дней в течение всего года христиане постились каждую среду и пятницу, в отличие от иудеев, постившихся во вторник и в четверг. Примерно к IV веку христианская церковь переосмысляет эти дни постные в течение недель, среда и пятница, понимая, что эти дни соответствуют и особым дням из земной истории, из земной жизни Спасителя, среда как предательство его на распятие, пятница как сам день крестных страданий. Таким образом, эти 2 дня закрепляются в истории христианской церкви, и по сей день мы постимся в среду и в пятницу. Эти посты были обязательны для каждого, но зачастую пост принимали и по другим различным поводам. Пост принимали в случае гибели близких и дорогих людей, перед важными событиями, удачное завершение которых зависит от Божьего благоволения, в знак смирения и покаяния, либо для открытой, настоящей беседы с Богом. Великий же пост, начав свое формирование с этих 6 дней перед Пасхой, в дальнейшем получает определенное развитие. Дело в том, что христианская церковь, возникнув, включает в себя все больше и больше людей из языческой среды. И ко Христу приходили люди взрослые, и крещение принимали зачастую, по большей части, именно взрослые люди. Поэтому перед тем, как принимать таинство крещения, необходим был пост. Нужно отметить, что, в общем-то, крещение было не как сегодня. Совершалось не ежедневно в храмах, а было по преимуществу приурочено к Пасхе, а именно в Великую Субботу. И поэтому поститься необходимо было именно перед крещением. И для тех, кто собирался приступить к этому таинству, проходило длительное оглашение. В течение нескольких месяцев оно могло быть. И непосредственно перед приятием таинства крещения человек должен был соблюсти 40-дневный пост. Таким образом, этот пост и появляется в нашей христианской церкви. 40-дневный пост был принят повсюду в церкви к рубежу IV-V веков. Древнейшее бесспорное указание на Великий пост перед Пасхой продолжительностью в 40 дней содержится во 2-м праздничном пасхальном послании святителя Афанасия Великого, относящемся к 330 году. Но почему же мы сегодня постимся также 40 дней, да еще и потом Страстную Седмицу? Нужно отметить, что это 2 разных поста. Великий пост и Страстная Седмица – это 2 различных поста, вплотную примыкающих друг к другу. Так вот, Святая Четыредесятница, 40 дней Великого Поста, в древности был адресован именно тем людям, которые только хотят, желают стать членами Церкви. Но мы помним слова Спасителя, который говорит: «Друг друга тяготы носите, и тем самым исполните закон Христов». То есть вся Церковь для того, чтобы поддержать людей, которые вновь обращаются ко Христу, стали поститься с ними вместе, для того, чтобы этот труд был подъемным для них. Как и апостол Павел пишет, что если мясо, которое я вкушаю, соблазняет моего брата, не буду есть мясо вовсе вовек, то есть никогда не буду вкушать, лишь бы поддержать и не нанести какого-то соблазна человеку слабому в вере. Поэтому уже с тех древних пор мы знаем, что
уже в IV веке христиане соблюдали всю Святую Четыредесятницу. Кроме того, 69-е правило апостольских постановлений строго говорит о том, что если кто-то не соблюдает Святую Четыредесятницу, если священнослужитель, да будет низвержен, а если мирянин, то будет отлучен от церкви. Древняя церковь очень строго относилась к соблюдению вот этих постных дней. Кроме того, Иисус призывал во время поста не быть унылыми и не показывать мрачного лица своего, а умыть голову и лицо, чтобы предстать постящимся не перед людьми, а перед Отцом Всевышним, который видит все, что скрыто, и воздаст всем по справедливости. По примеру и учению Иисуса постились и апостолы, что описано в их деяниях. Они заповедовали описание и важность своих постов в духовном очищении, и Церковь неотступно сохраняет заповеди Господа Всевышнего, Сына Божьего и Его учеников. И сегодня вся Церковь вместе проходит эти святые дни, начиная от первого дня Великого Поста и до Лазаревой субботы. Именно этим днем кончается Великий пост. Мы идем как бы духовным путешествием. Мы идем, взыскуя Бога. Мы идем в духовном возрастании. Как говорят некоторые святые, что страстная седмица – это ход Бога навстречу к нам, для того, чтобы наша встреча состоялась. Мы ищем Бога, но и Он не меньше ищет нас, потому что считает, что знает, что мы – Его любимые создания. И Бог действительно выходит навстречу и на поиск человека. И этот взаимный поиск заканчивается самым главным торжеством, праздником Пасхи. Важнейшее место среди постов занимал пост перед Пасхой, впоследствии получивший название Великого или Четыредесятницы. В современной практике нашей церкви существует помимо Великого поста и еще 3 многодневные поста. Но ближе всего к Великому посту находится так называемый апостольский пост, или в простонародье Петров пост. И этот пост имеет различную продолжительность. Само возникновение этого поста довольно интересно. И о нем впервые мы находим упоминание в истории у святого Ипполита Римского в III веке, где он говорит, что для тех людей, кто не смог соблюсти Великий пост, нашей церковью предписывается соблюсти пост, который длится 1 неделю после праздника Троицы. В связи с чем вот такое постановление мы встречаем у святого Ипполита? Дело в том, что в древности люди жили не так, как сегодня. Они могли руководствоваться совершенно разными церковными календарями. Кто-то жил по египетскому летоисчислению, кто-то жил по сирийскому, кто-то по римскому. И года считали совершенно по-разному. И пасхалии у разных церквей могли быть разными. То есть Пасха Христова могла праздноваться разными христианами в разных местностях в разные дни. И для того, чтобы какой-либо путник, который только ожидал встречи Пасхи, придя в какую-то местность, не обнаружил бы, что здесь-то Пасху уже отметили, и пост как бы прошел мимо него, и праздник мимо него. Вот для таких некоторых случаев и был установлен пост апостольский, о котором говорит святой Ипполит, и который сегодня в нашей традиции закрепляется и приурочен к памяти апостолов Петра и Павла. Следующий пост по времени – пост Успенский. Это самый поздний из всех постов, который возникает примерно к VI веку. И этот пост служит неким как бы отзеркаливанием, неким подражанием Великому посту. Он также считается строгим постом. И в этот пост мы вспоминаем и готовимся к встрече также очень большого великого праздника церковного Успения Божьей Матери. И само богослужение Успения отчасти напоминает и богослужение Страстной Седмицы. Также Божья Матерь выносится на плащаницу, совершается крестный ход вокруг храма. То есть все элементы этого праздника, они как бы заимствуются из чинопоследования Страстной Седмицы. И это все свидетельствует о глубоком почитании Божьей Матери в народе и как вот выражение вот этого глубокого почитания
нашло свое выражение и в богослужебных особенностях. Ну и последний в году пост рождественский. Им год заканчивается и начинается Новый год. Пост длинный, и по своему происхождению этот пост также разнился в количестве дней. Дело в том, что сам праздник Рождество, как мы помним, возникает к IV веку, и естественно, что перед ним также был установлен пост как особое средство для подготовки, чтобы встретить один из главных христианских праздников. Пост можно сравнить с духовной профилактикой, когда человек больше задумывается над своими поступками, мыслями и словами. Он учит подчинять желания разуму и воле. В современной практике Русской Православной Церкви каждый христианин призван соблюдать посты. Но мы должны помнить о том, что пост – это прежде всего средство, не цель как таковая, а именно средство для того, чтобы суметь возобладать над собственной природой, возобладать над потребностями своей природы. Как говорят святые отцы, особенно видно это в трудах отцов-каппадокийцев, древних отцов Василия Великого, Григория Богослова, Григория Низкого, также у Иоанна Златоустова. Мы, люди, состоим не только ведь из природы, не только из собственной физиологичности. Нашей природой со всеми ее потребностями управляет наша личность. Так вот, поэтому пост – это как раз и есть то средство, в котором мы можем становиться людьми в полном смысле этого слова, где наша личность может проявить себя. То есть пост – это не просто время какого-то самоизнурения, когда мы мучаемся от нехватки калорий, от нехватки сил, сна, тем более это время приходится всегда на весну. Пост – это время, когда наша личность может торжествовать над нашей природой, над нашей физиологичностью. Но если человек не ставит перед собой цели, для чего он постится, тогда он теряет свой смысл и может принести человеку много вреда. Ведь смысл поста – это именно встреча Пасхи, это выход навстречу Богу. Если этого нет, то пост превращается в диету, которая, к сожалению, может и повредить человеку. Во всех религиях, где существует постническая практика, пост несет особый духовный и нравственный смысл, а его главнейшее значение основано на представлениях об очищении существа человека, его души. Пост является верным средством для преодоления человеком своей ограниченности, торжества духа над чувственным и, как следствие, подъема на новый духовный уровень. Скажите, пожалуйста, почему центральные врата в алтаре называются царскими? На иконостасе в центре есть врата, которые называются царскими. Царскими они называются по той причине, что священник во время богослужения, во время литургии проходит сквозь них, износя чашу для причастия, износя царя славы, самого Христа. Даже если священник проходит в них без чаши с причастием, каждый раз за богослужением священник символизирует Христа, истинного Царя и Бога. Сегодня 4-я неделя Великого Поста. В богослужении 4-й недели Великого Поста Церковь предлагает всем христианам высокий пример постнической жизни в лице преподобного Иоанна Лествичника. Не случайно вновь Церковь предлагает нам память одного из святых, выбирая из большого количества того, кто может быть ориентиром, поддержкой в этом сложном духовном путешествии. Преподобный Иоанн Лествичник родился около 570 года в семье святых Ксенофонта и Марии.
В 16 лет пришел в Синайский монастырь, где через 4 года послушания был пострижен в иноки. После смерти своего наставника преподобный Иоанн избрал отшельническую жизнь, удалившись в пустыню Фола, близ Синая, где провел 40 лет в подвиге безмолвия, поста и молитвы. Преподобный Иоанн Лествичник почитается Святой Церковью как великий подвижник и автор замечательного духовного творения, называемого Лествицей. Поэтому преподобный и получил прозвище Лествичника. Не будет преувеличением сказать, что это произведение являлось настольной книгой для многих прославленных подвижников. Это краткое наименование. Полное наименование говорит о том, что эта лестница, которую он предлагает, возводит человека от земли на небо. Преподобный Иоанн предлагает в этом своем труде 30 ступеней. Проходя от ступени к ступени, человек мог бы достигать духовного совершенства. Память и личность святого Иоанна Лествичника предлагаются нам сейчас, когда мы восходим к страстным дням, в пример того, как благодать Божья может обыкновенного, простого человека притворить в светильник миру. 4-я неделя поста. Половина поста уже позади, и верующие нуждаются в духовном укреплении. Мы, если вспомним предыдущие недели, то они последовательно или научают нас, или поддерживают в духовном делании. То теперь мы вспоминаем преподобного Иоанна, который говорит нам уже непосредственно о тех средствах, используя которые мы можем достигать назначенной цели. Одним из замечательных выражений, которые мы встречаем в этом его труде, смысл его можно кратко передать так. «Не бойся, чадо, твое восхождение будет не от победы к победе, а от падения к падению». Именно так, каждый раз падая, находи в себе силу вновь встать для того, чтобы продолжить свою богоугодную жизнь и богоугодные дела. И действительно, жизнь христианина сопряжена с непрестанным преодолением себя, своей немощи, своих слабостей, своей человеческой хрупкости. И, конечно, падение неизбежное. И смысл христианской жизни как раз в том, чтобы осознать невозможность достойного проведения своего жизненного пути, своего христианского призвания без участия Бога. Вот эти падения и научают каждого христианина тому, что только вместе, в соработничестве с Богом мы и можем что-то делать. Святые отцы говорят, что любовь Божия парадоксальным образом уступает место для человека. То есть Бог не может, несмотря на Его всемогущество, на то, что Бога мы называем Вседержителем, не может сделать нас лучше без нашего собственного участия, но только вместе. Так же, как и мы своими силами не можем что-то поменять в своей жизни принципиальным образом. И опять-таки только вместе с Богом, вместе, проходя дни нашей жизни, мы можем достигать успеха и оказываться настоящими христианами.